Исполняется 96 лет со дня образования ингушской автономии. В 1924 году постановлением в ЦИК была упразднена Горская ССР. А на ее территории созданы Северо-Осетинская ингушская автономная область и Сунжинский казачий округ. В 20 веке ингушский народ прошел через сложные испытания на пути воссоздания своей государственности. И в 1992 году был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Репортаж Дианы Дударовой. 28-летняя Ингушетия на сегодня один из самых молодых регионов в составе России. Однако с великой державой судьба его связала гораздо раньше, и разные исторически значимые даты определяли развитие их взаимоотношений. В становлении и развитии ингушской государственности в составе Российской Федерации сыграла свою роль 7 июля 1924 года. Эта дата очень значительная тем, что в рамках российского государства впервые образовалась вот такая вот структура, как ингушская государственность. Но прежде пришлось пройти череду трудностей. В 1770 году был подписан договор о вступлении ингушей в подданство Российской империи. С этих пор были верны своей клятве Россия. Отличились храбростью и в ходе гражданской войны. Попытки административно-территориального определения Ингушетии были предприняты в 20-х годах прошлого века. 20 января 1921 года была создана Горская ССР, в состав которой входила и Ингушетия. Но вскоре автономная Советская социалистическая республика распадается. Спустя 4 года, с 7 июля, была образована Ингушская автономная область. Одним постановлением ЦИК были образованы Ингушский автономный округ и Северо-Осетинский автономный округ. Это стало решением не одного дня и одного человека, а долгое стремление к гражданскому миру, социальной справедливости и экономическому благополучию. Ингуши понимали, что без обретения собственной государственности шансов на дальнейшее развитие мало. Правда, 1934 год тоже сыграл свою роль в становлении ингушской государственности, хоть и не самую положительную. Без учета мнения народа, Ингушскую автономную область объединяют с Чеченской. Так была создана Чечено-Ингушская ССР. Тогда Ингушетия становится преимущественно аграрным районом, без статуса и экономики, когда как весь административный центр и культурные объекты были сосредоточены в Грозном. Ингушам, как самостоятельному народу, совершенно это было невыгодно. Почему? Потому что народ без своей государственности не может развивать ни свой язык, ни свою культуру, ни все остальное. Вот. И поэтому борьба велась уже с самого начала. Сначала было в 1934, 1935, 1936 году были недовольства. А затем, значит, открытая агитация, насколько я помню, за восстановление республики Ингушей, она всегда велась. Как тогда говорили, значит, борьба за автономию Ингушетии в составе России. В 1944 году Чечено-Ингушская ССР была ликвидирована. Все чеченцы и ингуши были депортированы. И только лишь спустя 13 лет после возвращения на родные земли в 1957 году ЧССР была восстановлена. А осенью 1991 года Чечня объявляет о своем суверенитете. И уже в декабре 1991 на всенародном референдуме подавляющее большинство ингушей голосует за сохранение статуса российского региона. Так, пережив все испытания и трудности, многовековая мечта ингушей о демократическом, правовом, светском государстве вскоре сбывается. Верховный Совет России принимает постановление об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. 4 июня 1992 года ингушская государственность была восстановлена. Это вполне закономерно. Почему? Потому что вообще мировые политические процессы, они показывают, что только с государственностью можно развивать цивилизацию и культуру любого народа. Поэтому вот в этих рамках, в рамках законности мы всегда вели эту борьбу, и, в общем-то, она увенчалась успехом 4 июня 1992 года. Сейчас основная наша цель – это укрепление государственности, укрепление дружбы и взаимопонимания с соседями и, конечно, справедливым и законном отношении к нашим гражданам, к нашей республике.
Сегодня Ингушетия – перспективный регион России со стремительно растущим населением и, соответственно, потребительским рынком. Славится богатой минерально-сырьевой базой, благоприятными климатическими условиями, выгодным географическим положением. Благодаря депутатскому корпусу и большой работе населения, которое приняло эту генеральную идею к действию, мы снова вернулись к государственности, снова вернулись к тому состоянию, которое, значит, у нас впервые образовалось в 1924 году. Эта сдача очень значительная. После многолетних усилий Ингушетия стала самостоятельным субъектом России. Очень часто День ингушской государственности путают с днем образования республики, когда как ингуши обрели свою государственность еще 96 лет назад, 7 июля 1924 года. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.